Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала, огромное вам спасибо за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за вашу подписку, за ваши донаты. Прошу за вас каждый день, чтобы высшие силы послали вам в 1000 миллион раз больше, чем вы даете, помогаете мне. Земной вам поклон. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Откровение высших сил. Что еще придется испытать на жизненном пути? Если тема вам интересна, если вы не боитесь, пожалуйста, загадайте. Загадайте на себя. Так и спросите, что еще мне предстоит испытать на моем жизненном пути. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Итак, давайте же посмотрим, какое откровение нам дадут высшие силы. Так, интересно. Знаете, мне очень нравится, что у вас очень много вышло кружочков. Да? Вот кто давно смотрит мои отсыпочки, знает, что не так часто они появляются. Кружочки — это шансы, это звездочки, это возможности, которые у вас будут. У вас их много. Очень много. Вы знаете, некоторым людям в жизнь и одного шанса не дается, а вам будет дано много. Вам даются, знаете, как будто бы ключики вам будут даваться, да, а вы будете ходить и выбирать, как в магазине, да, что куплю, что возьму, что не приму, что мне подходит, что мне не подходит, да. То есть вам дается выбор. Кому-то это покажется сложно, потому что взять на себя ответственность и совершить этот выбор — это не всегда легко. Когда мы получаем то, что нам там сверху падает, да, когда нас ставят перед фактом, так намного проще. Но вам придется выбирать. Здесь выбор идет как и в работе, так и в делах, и в общении, и в любви, и в дружбе, и, возможно, даже в каких-то вот поездках, переездах. То есть перед вами вот очень много развилочек, очень много, и очень много дорожек. Очень. Смотрите, вы все будете вот прям осмысливать. Вы будете перед тем, как к чему-то подойти, либо на что-то решиться, долго думать. И эта ситуация, она непростая. Почему? Она ваша идет кармическая. Это и есть ваш кармический урок. Научиться правильно, рационально думать, размышлять и принимать решения. Чтобы не кто-то за вас, а вы сами для себя. Мало того, здесь еще ситуация такая показана, что вы и за других можете что-то решать. Либо давать какие-то очень дельные, очень хорошие, полезные и нужные советы. И это будет, ну это, скорее всего, даже ваша какая-то миссия, да, ваше призвание. Быть советчиком, быть человеком наверху. Смотрите, вы у меня вверху вышли. Видите, как вверху. Вам что нужно по жизни? Что для вас вот прям самое важное ваше испытание будет? У меня, кстати, был песочек похожий, там, где у меня был венец. Это был человек, который держал в руках чашу. Но это было предсказание вообще, в принципе, на вашу жизнь. Да? И там оно гласило о том, что вы будете человеком полностью реализованным, обеспеченным, счастливым и довольным. Но сегодня тема на испытание. Да? Что вам еще предстоит испытать? Смотрите, вот это вы. Вы человек на вершине. Вы венец творения. Но вам придется встать в правильную позицию. Вам нужно будет развернуться в правую сторону. Потому что сейчас вы немножечко заблуждаетесь. Заблуждаетесь о себе, о своих возможностях, о своих способностях, о своих талантах. Вам нужно будет в себя поверить. Понимаете? Мало того, что поверить, так еще себя и применить. Это очень тяжелое испытание. Для многих будет очень тяжелым испытанием. Потому что передо мной, ну знаете, вот неважно, сколько вам лет. Для меня вот такая маленькая девочка. Девочка, которая нуждается в советах, в подсказках, в помощи. А на самом деле эта девочка мудрец. Мудрец, который
сам себе не доверяет, да, либо который не привык к себе обращаться и не привык, либо не привыкла, да, жить по своему уму, по своим каким-то способностям. Может быть, такое воспитание было, может быть, общество на вас так сильно повлияло, что вы не прислушиваетесь к себе, что вы игнорируете подсказки своей собственной интуиции, либо вот какая-то неуверенность, да, неуверенность, а вдруг я ошибусь, страх, да, страх за принятие решений, а вдруг решение неправильное, вдруг не полезное, если я кого-то другого послушаю, может там человек что-то мне там насоветует, присоветует. В крайнем случае, да, это ж не я виновата, а тот человек, который мне посоветовал. Знаете, это очень деструктивная позиция, но я так скажу, очень многие этим грешат, но я и сама, скорее всего, этим грешу, что тут скрывать, да, все мы люди, но тем не менее. Вам в испытании, вот это будет самое сложное, но самое важное, вам нужно будет повернуться. Смотрите, вот здесь зайка сидит, видите, вот такой ушастенький, вот прямо его очень хорошо видно. И вы сейчас смотрите в сторону этого зайчика. Конечно, зайчики очень милые, добрые, но они пугливые, они робкие. И да, зайчикам быть не так-то просто. А с другой стороны, смотрите, какой у вас красивый тут петушок стоит. Видите, какой красивый. Петушок — это про вас, это про реализацию, это про то, чтобы быть самым главным, самым первым, и над тем, на кого все смотрят, на кого все равняются. Мало того, он еще и денежку нам очень хорошую обещает. Вам нужно будет повернуться. Этот поворот дастся вам непросто. Я честно вот вас предупреждаю, что поворот будет достаточно сложным. Долго вы будете к нему готовиться, долго вы будете к этому подходить, может даже не с первого раза у вас получится. Но тем не менее, это испытание, оно вам в судьбе, и вы его обязательно пройдете. Хотите, не хотите, все равно пройдете. Вот так все сложится, что вам придется в один момент либо повзрослеть, либо мужественности набраться, либо стать сильной. Вы и так сильный человек, но вы как будто бы этого еще либо не поняли, либо не признаете, да, не готовы принимать. Дорог у вас очень много. Дороги ваши, они такие, смотрите, когда как чешуя, похожие на чешую вышли. Это говорит о том, что они будут успешными, они будут удачными, они всегда будут результативными. То есть пустых дорог в вашей жизни не будет. А если и будут выпадать, но это если вы на полпути откажетесь от какого-то решения, либо от какой-то ситуации. Все будет зависеть исключительно от вас и от вашего настроения и от вашего желания. Ну а в целом, смотрите, какие хорошие дороги. И смотрите, у вас почти в каждой дороге, да, либо человечек находится, либо кружочек, звездочки, да, возможности, шанс на реализацию. И мне очень нравится, что у вас с левой стороны вопросы вышли, да, и люди. А с правой стороны у вас действительно дороги и возможности. Людей, кстати, поменьше вышло, это замечательно. В вашей жизни будут присутствовать очень хорошие люди. Это могут быть и ученики, и последователи, и друзья, и семья. Да? Люди, которые вас искренне по-настоящему любят. Но а с левой стороны у нас, смотрите, все люди смотрят в ту сторону, да? Они уходят. Это плохие люди, это те, кто вам мешал, это те, кто вас тормозил, стопорил. Кстати, могут быть даже и не конкретно люди, а кусочки ваших каких-то не очень хороших качеств, да, там неуверенности, страхов, переживаний, эмоциональности. Накрутки даже. Кто-то очень упрямый, вот зашел на мою отсыпочку. Вот прям я вижу, да, человек как барашек, упрямый. А вы считаете, что вам эта упрямость в жизни помогает, да, преодолевать? На самом деле нет. Она вам очень сильно мешает. Вы очень много шишек в своей жизни набили вот именно из-за этой упрямости. Знаете, нужно гибкость развивать в себе обязательно. Эластичность и гибкость. Не прогибаться, но быть обтекаемой формы. И тогда вам будет намного легче. Возможно, вам уже и говорили, что вы упрямый человек. И, возможно, вам даже говорили, что это вас немножечко, портит. Да? Я честно скажу. Не обижайтесь, пожалуйста, на меня. Я скажу честно. Вы знаете, и, возможно, кто-то уже над собой работает, и вы на правильном пути. Вы избавитесь от этой упрямости, либо вот эту свою негативную, да, черту, либо вот, ту, которая вам мешает, да, вы переобразуете. То есть из упрямого человека вы превратитесь в настойчивого человека. И это будет гораздо для вас и лучше, и приятнее, и эффективнее. Смотрите, вот два человека вам по жизни, на вашем жизненном пути будут мешать. Но эти люди, они как-то завладели вашим сердцем, вашей душой. Может быть, прям такая привязка очень сильная. Может быть, женщина, да, живет с мужчиной-абьюзером. И
И понимает она, что ничего хорошего не будет, да, что я страдаю с этим человеком, я-то достойна любви, а получаю каждый раз там тумаки и слезы. И вам очень сложно выйти из этого рабства, по-другому тут и не скажешь. Но вы найдете в себе силу, вы найдете в себе возможность. Вот эти все люди, они уходят не по собственному желанию, но по вашей воле. Вы понимаете, вы будете настолько управлять и рулить процессом, что вы сможете отсечь этих людей, чтобы больше не мешали, не вмешивались. У кого-то вон подружка такая злобная присутствует, которая и думает, как бы вам в спину нож вставить, а вы ее жалеете, а она вас ненавидит. И вы об этом догадываетесь, и может кто-то говорил вам об этом, а все равно жалко, да, потому что вы вот с таким огромным сердцем, с огромной душой, доброй душой. Вы знаете, вы очень часто по жизни, ну, либо встречали, либо встречаете в сегодняшнем дне неприятности из-за своей доброты, из-за своей открытости. Вы душу открываете, а вам туда, извините, плюют. И часто вы такое вот прямо в себе чувствуете, может быть, слово себе даете, что больше не буду этого делать и никому не буду душу свою раскрывать. Но приходит момент, а вы с собой ничего поделать не можете, потому что человек вы такой добрый, приятный и открытый. Мои милые, я вижу, что вы оденете на себя доспехи. То есть какую-то броню, возможно, даже оденете. Причем, знаете, это будет какое-то обстоятельства, связанные, опять же таки, не с вами, но с другими людьми, как будто бы вы за других пойдете на войну, да, вернетесь победительницей и уже не захотите снимать с себя эту броню и вот эти доспехи, да, то есть вы себя комфортно почувствуете. Может быть, вы, ну, наконец-таки признаете, что я сильная, что я мощная, и что все, что я захочу, я могу получить. Знаете, здесь человек будет расти. Вот с трудом, конечно же, может быть, без особой активности, либо без особого желания, но вам придется это пройти. Знаете, вы себя прокачиваете. В этом воплощении вы себя действительно реально вот должны апгрейдить полностью, да, вот прям сами себя вырасти из состояния там новорожденного, да, в крепкую, стабильную женщину, такую, которая, ну, ничего и никого не боится, которая сама может, да, задавать тон и вести за собой людей. Ваша роль, кстати, заключается в том, что вы будете вести за собой людей, помогать людям, давать подсказки, советы, делать людей счастливыми, да. Что-то вы будете такое делать, чем-то заниматься. Люди с вами будут улыбаться. Они будут идти к вам за помощью, за подсказкой, за советом, за красотой, за любовью, за нежностью. То есть, возможно, вы себя найдете в психологии, возможно, вы себя найдете, может быть, в юриспруденции, будете там, я не знаю, человеком, который там за слабых борется, да, помогает там людям, которые в трудной ситуации. Возможно, найдете себя в какой-нибудь бьюти-сфере, да, будете делать женщин красивыми, лечить их души, да, давать им уверенность, лечить, например, какие-то, может быть, изъяны, да, избавляться, вернее, от этих изъянов. То есть, вы знаете, вы действительно очень мощный человек, и ваша жизнь, она не пустой звук. Вы знаете, вот есть люди, которые как время отбывают, да? Человек пришел в эту жизнь, там, прожил ее там худо-бедно, да, ничего хорошего не сделал, ровно как и плохого. Ну, как был и нету, да, и все забыли, кто он такой был, зачем приходил. А вы нет, вы пришли для того, чтобы очень многим людям открыть глаза, помочь, подсказать, сделать людей счастливыми. Это ваша миссия, это ваше предназначение. И знаете, вот вы можете сейчас меня слушать и говорить: да нет, это не про меня. Поверьте, вы сюда попали на эту отсыпку не случайно. Это для вас, и это про вас. Вы сейчас от этого отказываетесь, либо этого не принимаете. Но придет время, вы вспомните мои слова, каждое слово вспомните и скажете, как же она была права. Да? Вот как же она была права. Вы себя еще обязательно найдете. Ваша жизнь, она не сон, да, не сказочный сон, но тем не менее каждый приятный момент, неприятный момент, все вас учит, все вас развивает и все вас наполняет. Вы как губка впитываете все, что вокруг вас происходит. И знаете, вы очень хорошо можете фильтровать все эти события, обстоятельства. Вы очень быстро развиваетесь и очень быстро учитесь. Вы знаете, мои милые, вот еще раз, да, очень много возможностей, очень много шансов. И
Что бы кто бы вам ни говорил, или что бы вы о себе сами не думали, но вам вот в ваших испытаниях это вырасти, стать самостоятельной, сильной, стабильной, успешной и повести за собой людей. Вы знаете, у вас 2 исполнения по судьбе идет. 2 каких-то, может быть, дела, либо 2 каких-то ваших мечты, либо каких-то 2 ваших желания обязательно исполнятся. Но исполнятся они благодаря вам, вашему труду, вашим каким-то вложениям, вашим усилиям. Без ваших усилий исполнения не будет. Вы к этому придете, вы к этому подойдете. Кто-то пройдет путь потерь. Смотрите, вот здесь просто несколько людей у вас теряются, да? Но при этом я не хочу на этом, конечно, заострять, но тем не менее вы должны понимать, что для этих людей вы были самое-самое. И самые яркие воспоминания, самое прекрасное, теплое счастье было именно с вами. Об этом лучше думайте, а не о том, что сейчас в сегодняшнем дне, да, либо где эти люди делись. Мои милые, вам быть сильным человеком. Ваше испытание — найти себя, и вы себя обязательно найдете. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.